Дорогое дитя, я хочу, чтобы ты знала, что я здесь и говорю прямо с твоим сердцем. Вам не придется беспокоиться о тяжелой работе. Я позабочусь о несчастных случаях и бедствиях, как повелел, так что успокой бурю сомнений в своем разуме и сердце. Приди ко мне сейчас, и я дам тебе покой. Я устраню сомнения и страх из твоего разума. Итак, если вы уверены, что я смогу сделать это и даже больше, наслаждайтесь этим видео. Я прошу тебя о верности днем и вере ночью. У вас много благословений, но вы можете смотреть на них свысока, потому что боитесь дать их людям, которые не приносят вам пользы или не имеют над вами реальной власти. Постарайтесь сохранять спокойствие. Не обращайте внимания на истории, слухи и страхи других людей, ведь ваше будущее в моих руках. Даже если против вас выступают тысячи противников, даже если вам придется страдать от последствий своих ошибок, не бойтесь. Ты мой дорогой ребенок, и я защищу тебя от вреда, даже от конфликта. Когда окружающие теряют надежду, оставайся сильным и не бойся, потому что я никогда тебя не оставлю. Это доказательство моей любви к тебе. Я сейчас говорю с тобой, я войду в твое сердце и проясню сомнения, которые тебя беспокоят уже долгое время. Я люблю тебя и теперь делюсь этим. Я исцеляю боль, которую пережили другие, и боль, которую вы причинили в своем путешествии. Но знайте, все, что вы пережили, не напрасно. Сегодня у вас есть силы, мудрость и зрелость, чтобы прислушаться к советам своих близких. Твое спасение пришло, и ты готов быть моей любовью, чтобы просветить своим светом тех, кто находится во тьме. Однако ваши враги знают вашу силу, поэтому хотят поспорить и украсть мир. Если вы позволите им нарушить ваш сон или вызвать сомнения, страх и беспокойство, эти мысли вернутся и будут преследовать вас. Держитесь этой истины, моя любовь к вам бесконечна, мое милосердие бесконечно, и моя душа защитит вас от вреда. Надеюсь, я смогу поймать тебя, даже если ты поскользнешься и упадешь. Не думай, что я потеряю тебя из виду, если ты попадешь в ловушку врагов, и я тебя спасу. Если ваша вера изменится и ваша невиновность вернется, я продолжу бороться за вас и очистить вашу душу своими словами. Дитя мое, я посылаю эти слова прямо из своего сердца твоему. Подойди, поговори со мной. Остановись на минутку, закрой глаза и слушай мой голос, когда почувствуешь себя расслабленным. Не сдавайтесь и не показывайте слабость. Вы здесь каждый день, показывая свою уверенность, красоту и, самое главное, свои эмоции. Поэтому я хочу наполнить твое сердце любовью, залечить старые раны и сделать так, чтобы ты всегда думал, что я тебя люблю. Я молюсь, чтобы вы засыпали и просыпались с непоколебимой верой, зная, что каждый новый день лучше предыдущего. Где бы ты ни был, почувствуй мои крылья, моя рука с тобой, благослови свои мысли, и я буду вести тебя. Я подарю вам замечательные подарки и сюрпризы. Но я хочу, чтобы ты успокоился, продолжай, я устал. Вам не обязательно говорить, просто закрой глаза и увидишь любовь, которую я посылаю тебе. Возьмите эти ободряющие слова и позвольте этому чувству укорениться в вашем сердце. Желаю вам мира и счастья. Я готов избавить вас от страданий и принести благополучие вам и вашей семье. Я знаю, что иногда, когда вы смотрите на себя, вы можете чувствовать себя меньше или хуже людей, у которых есть важные вещи.
Помните, что вы очень благословленны. Узнай меня и дай мне свое сердце. У вас есть особая связь с духовным миром, которую большинство людей никогда не понимает. Я здесь, чтобы поговорить с вами и выслушать вас. Я открою закрытые двери для других и всегда направлю вас к лучшим вариантам. Не завидуйте, не смотрите на то, что есть у других, и не теряйте себя. То, что может показаться зависимостью, может обернуться катастрофой. Покупая, вам не придется доказывать мне ничего ценного. Не бойся, ведь ты хорошо знаешь мой совет. Моя дверь всегда открыта для тебя. Спасибо здесь. Ваш дом – это место, где ваши потребности удовлетворяются и о вас хорошо заботятся. Такой чистой и глубокой любви вы не найдете нигде. Детка, моя любовь к тебе бесконечна. Я собираю здесь ваши благословения, я готов решить все ваши проблемы. Приди, спроси его. Ты знаешь, я очень тебя люблю. Ты слышал это раньше, и теперь ты слышишь это ясно, даже когда ты далеко или жалуешься, что у тебя ничего не получается или я тебя не люблю. Не поверите, в вашем сердце все еще горит яркий свет, и желание вернуться в это место ждет в вашем сердце. Не задерживай, я понимаю неуверенность и растерянность. Вы думаете, что верите. Но не всегда все идет по плану, особенно с людьми, которым вы доверяете больше всего. Подожди, я думал, меня не было здесь, когда ты нуждался во мне. Но я приду вовремя, всегда позабочусь о тебе, отвечу и помогу, даже если ты не согласен. Я говорил тебе приятные слова, но ты старался принять их, пока тебе не стало трудно поверить, что я, Всевышний, буду говорить с тобой. Повернитесь теперь, когда вы знаете, что им это нравится. Я здесь. Свой дом, где ты сможешь быть в безопасности, обрести покой, отдохнуть ночью, спокойно выспаться, если с тобой что-то случится. Сегодня ночью тебе приснится, что ты стоишь на краю чистой воды и смотришь мне в глаза. Если ты пойдешь босиком, я приду к тебе. Разговор об этой чудесной воде убирает всю печаль, гнев и тревогу. Когда вы проснетесь завтра, вы будете счастливы и полны энергии. Эта трансформация – подарок тем, кто решает снова поверить, осознает свои недостатки и вновь обретает свою веру. Вам не нужно искать где-то еще слова утешения. Я здесь с тобой. Я говорю о том, чтобы жить доброй жизнью. Возьмите его, и оно наполнит ваше сердце, и вы наполнитесь Святым Духом. Я твое сокровище, твое благословение и истинный ответ на твои поиски. «Покажи мне свою веру», – спокойно написал он, «скажи это вслух», – подумал он. «Я истинный свет, который приходит, чтобы осветить вашу жизнь и удалить всю тьму из вашего сердца, дома и семьи. Важно то, что вы ищете меня каждый день, принимаете мою любовь и волю и смиренно принимаете мое слово. Ты слышишь мой голос? Возьмите Библию и положите ее на кровать. Он хочет просыпаться каждое утро и слушать меня. Учитесь уверенно, с желанием учиться. Обещание, которое я дал вам сегодня, даст вам силу и мощь, и вы никогда не потеряете надежду. Если мои слова не ясны, то это доказательство того, насколько они мне близки. Приди скорее ко мне, чтобы я мог показать тебе глубину моей любви. Сделав это, вы сможете организовать свой распорядок дня и поправиться.
Вам не нужно беспокоиться или позволять своим мыслям подавлять вас. Вам не обязательно начинать свой день с музыки. Держи со мной дружбу, доверяй мне несмотря ни на что, не оставайся по ночам в тревоге. Ты решил отдать мне все свои проблемы, а я освобожу тебя. Держите глаза открытыми и с нетерпением ждите следующих месяцев. Поверьте мне, я полон веры и Святого Духа Божьего. Пусть финансовый стресс принесет мир и стабильность в ваш дом. Пусть любовь заменит плохие слова, поймет и простит семейные разногласия. Я твой учитель, твой наставник, твоя истина, твоя жизнь. Надеюсь, в этом году вы и ваша семья будете под моей защитой. Дом твой нехорош, сила крови моей очистит тебя от всякого греха и зависимости. Никакая злая сила, мантра или магия не смогут причинить вам вреда. Уберите ложные обвинения. Оставь свое сердце мне, покойся с миром. Я обещаю вам и всей вашей семье не слушать тех, кто меня не любит и не верит в меня. Шагните в чудесную энергию любви, свободы и перемен прямо сейчас. Пусть небесный свет озарит ваш дом и семью. Имейте веру и доверие, потому что грядут чудесные благословения. Вспомни, как я спас тебя от многого и от всех знамений, которыми я показал тебе силу свою. Выполняйте эти условия с верой, и вы увидите мои дела в своей жизни. Сегодня я поделюсь с вами очень важным вопросом. Слушайте внимательно, не поворачивайте головы и не отвергайте эти слова. Это для вашего же блага. Моя любовь к тебе вечна. Мое желание – окружить вас утешительной заботой Бога, чтобы вы могли быть здоровы, направляемы, счастливы и любимы в трудные времена. Хорошенько подумайте, что с этим делать. Для меня нет ничего невозможного. Но в этот важный момент, когда он приблизился ко мне, он начал видеть и верить в истинность того, что я сказал. Такое случается, и он не сдается. Однако что-то было не так, и мне не казалось, что мне грустно, но это пришло ко мне. Для тебя будет большой услугой, если ты меня выслушаешь. Возьмите и примите эти предложения, которые я вам дал. Если вы хотите, чтобы двери и окна рая открылись для вас и соединили вас с всебольшим и большим миром, и если вы хотите этих перемен, вы должны избавиться от груза гнева и непонимания. Я ценю ваше доверие, но не позволяйте вашему доверию быть запятнано обвинениями в халатности. Не держите в уме негативные мысли или негативные мысли. Они могут поднять вашу веру на новую высоту. Избегайте плохих слов в своей речи. Избегайте друзей, которые вызывают сплетни, раздоры и обиды. Окружите себя умными людьми и хорошими друзьями. Решите сегодня, будете ли вы доверять мне или отвернитесь от предстоящих великих перемен и благословений. Удивительные вещи происходят, когда ты перестаешь жаловаться, веришь, надеешься и игнорируешь заблуждения. Благословений, богатства, свободы, исцеления, мира в семье, радости в душе и сердце, полного удовлетворения. Эти дары входят в сердце тех, кто верит в меня. Я люблю тебя, мальчик. Свяжитесь со мной. Вы можете связаться со мной по поводу ваших вопросов и жалоб. Не сражайтесь своей силой. Дай мне время благословить тебя и показать тебе мою великую любовь. Скажите мне, что вы считаете себя хорошим человеком, и я ценю вашу приверженность.
Мне нравится, что ты чувствуешь, когда говоришь со мной. Если ты закроешь глаза, я люблю твое сердце, и если оно кричит от радости, то ради Бога, когда я убью тебя, я возьму все, что неприятно, не больно и не вызывает привыкания. Выслушав меня, я хочу, чтобы вы получили более глубокое понимание любви. Вам не придется проводить дни с тяжелым сердцем или нетерпением по поводу проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Я хочу, чтобы вы много думали об этом сегодня. Я научу вас нескольким способам говорить слова ободрения прямо от всего сердца. Если конфликт вызывает конфликт в вашей жизни, Божья любовь должна покрыть вас. Когда приходит печаль, мое сердце остается там, забирает печаль и наполняет твое сердце. Вы будете очень счастливы, и это изменение удивит вашу семью и друзей. Ваши противники уйдут, а они знают, что не смогут вас сломить. Небесный щит защитит тебя, и ангелы придут в твой дом и защитят тебя. Обнимайте своих близких от всего сердца днем и ночью. Моя любовь к тебе так же глубока, как воздух, которым ты дышишь за пределами эмоций. Какое бы чудо ты ни вообразил, моя любовь покроет тебя и даст тебе жизнь. Ваше присутствие – величайшее благословение, поэтому мне нравится ваше благодарное отношение каждый день. Когда ты проснешься, поблагодари свою жизнь и будущее и оставь свой день в моих руках, потому что ты являешься примером веры. Даже если некоторые люди смеются над тобой, потому что ты веришь во всемогущего Бога, хорошо знай, что я здесь. Некоторые люди трогают мое сердце из-за тебя, некоторые даже думают о тебе. С этой верой живешь, думаешь, знаешь, что ты дитя Творца мира, и стоишь и уверен на каждом своем шагу. К счастью, сын мой, меня тронула твоя щедрость и благодарность. У тебя прекрасное сердце. Я надеюсь быть с тобой завтра и осыпать тебя любовью в утреннем свете, прежде чем солнце пройдет по небу. Я всегда здесь для вас. Я люблю тебя, сегодня я благословляю тебя миром, стабильностью, силой и мудростью. Я слышу твою молитву, я слышу твое молчаливое сердце. Рад, что вы чувствуете себя лучше и чувствуете себя лучше. Ты счастлив здесь такой, какой ты есть. Я понимаю, что ты несовершенен, но вижу в твоем сердце истинное раскаяние. Вы пытаетесь изменить свои мысли, отношения, образ жизни и то, как вы взаимодействуете с другими. Несмотря на то, что ты переживаешь трудные времена, я все равно выбираю жизнь и благословляю тебя. Вам больше никогда не придется совершать трудные путешествия. Мой Святой Дух и мои слова дадут вам лучший вид на небеса. Научитесь принимать правильные решения и не позволяйте плохим друзьям отвлекать вас и красть вашу истинную честность, веру и доверие. Это больше не повторится с вами. Вы должны быть уверены в себе, когда у вас возникнут какие-либо проблемы. Ты пришел ко мне сегодня, потому что я тебе нужен, и именно здесь ты растешь. Мои слова заставят твое лицо сиять, а свет твоих глаз сделает тебя счастливым. Ваш позитивный настрой и счастье откроют многие двери и разорвут цепи. Я благословлю вас обильно. Встаньте и начните сегодня, вам не обязательно путешествовать в одиночку. Я приведу в вашу жизнь хороших людей, которые не будут вас осуждать, но помогут вам расти духовно, ободряя вас. В вашем доме воцарится мир и спокойствие. Так отвернитесь от тех, кто хочет обмануть вас, и от тех, кто клянется, не верит и разделяет.
Это верно. Вы уверены в себе, а другие в вашей семье нет. Он не отдал мне свое сердце, и я хочу использовать тебя, чтобы показать им свою любовь и дать им надежду. Я даю тебе силы и смелость заботиться о своей семье. Всегда помните о своих потребностях и сначала спросите меня. Я позволяю вам видеть все мои слова через Святого Духа. Когда мир кажется идеальным, помните, что у вас и вашей семьи есть надежда, и я обещаю всем вам здоровье, любовь, руководство и обильные благословения. Теперь примите мою любовь, дайте мне знать, что вы принимаете мои благословения с радостью и верой. Я уберу препятствия, стоящие на твоем пути, я уберу препятствия, скрывающие твою судьбу. Я устранил все препятствия, которые мешали твоей руке, и я облегчил тяжелую ношу, которая долгое время лежала в твоей груди. Противники нападают на вас и толкают в самую гущу бури, которая доводит вас до отчаяния. Сегодня я дал тебе свободу. Когда поднимется буря, я буду дышать своим Богом. Страх и тревога исчезнут. Мое слово вам еще живо. Вы можете начать чудо в своей жизни, пока не увидите перемен, которых ищете. Снова двигайтесь вперед и будьте терпеливы в молитве, оно придет. Однако прислушайтесь к этому предупреждению. Не слишком поздно. Не причиняй ему вреда моей благодатью и милосердием. Используйте приятное слово, чтобы наполнить свою душу Богом. Обратите внимание на советы, которые вы получаете. В этом году вы будете действовать, исходя из важных уроков, которые вы усвоили. Каждое утро, просыпаясь, ты обращаешь на меня внимание и слушаешь меня. Если ты не можешь найти меня, найди меня. Ваша вера мне так же близка, как и ваши молитвы. Я готов исполнить ваше искреннее желание получить самое главное чудо этого года. Следуйте моим указаниям, отдайте свое сердце, работайте честно, доверяйте своей жизни, слушайте мой голос. Я уже упомянул о больших изменениях, которые происходят. Мое обещание вам будет правдой. Вы будете свободны от долгов, и это сэкономит вам тяжелую работу и энергию. Ваша задача подняться и выполнить задачу, которую я вам поручил, без жалоб и изменений. И знайте, что ваши усилия благословлены. Ваша вера – это ключ к открытию больших камней, стоящих на вашем пути к успеху. Уже нет. Не бойтесь. Иди, не волнуйся. Мое присутствие с вами помогает вам объединиться. Побудь со мной немного. Только не оставляй меня и не оставляй. Мои комментарии не были проигнорированы. Остановись здесь на минутку, тебе не нужно ничего говорить, просто молчи, хотя твои губы не шевелятся, я слышу стук твоего сердца. Я понимаю, почему ты пришел ко мне, это согревает мое сердце. Я знаю, что вы рассчитываете на то, что я помогу вам преодолеть ваши тревоги. Я рад, что ты решил меня послушать. Я очень люблю твою любовь, хоть ты и говоришь, что у тебя мало, но ты даришь мне великий дар, твою правду, твое сердце. Убери свои вещи. Внутри закройте на мгновение глаза, сделайте глубокий вдох и почувствуйте мир, который вас окружает. Этот мир залечивает раны, снимает боль, восстанавливает здоровье и благополучие, устраняет корень печали и отчаяния. Я дал тебе новую жизнь, он тренировался с нуля. Спасибо за вашу значимость для меня. Слушай внимательно,
у меня есть для тебя план, и он осуществится. Иногда вы можете чувствовать себя одиноким, отвергнутым, грустным и непонятым. Не спрашивайте меня, я вас очень хорошо понимаю. Вот почему я пришел. Святой Дух в моей душе, послушай, дитя мое. Подождите немного, прежде чем идти на свидание. Я хочу наполнить ваше сердце этими обещаниями небесной благости, божественного мужества и силы, которые ободрят и поднимут вас. Если ты сегодня решишь довериться мне и отдать мне свое сердце, ты сможешь пройти через окно моей благодати, которое всегда открыто для тебя. Оставайся со мной весь день, будь добра, ибо я несу за тебя много бремен. Воистину, я заберу твое бремя, страх тяжелый, страх невидимый и злые помыслы твои. Все эти мысли ранят, разочаровывают. Завтра я подумаю о тебе и приду. Я люблю тебя, скоро наступят хорошие дни, наступит день, когда твои усилия, крики и молитвы на коленях окупятся. Это год творчества и великой работы. Наберитесь терпения и воспользуйтесь моими благословениями. Не принимайте это как должное. Посмотрите на свою жизнь, вы правы. И знайте, что ваша позиция лучше, чем позиция ваших оппонентов. Ваше самое большое счастье – это ваша жизнь. Каждый день я даю вам возможность приблизиться ко мне, углубить ваше понимание меня, принять мои учения и быть святыми. Вам важно знать, что в этой жизни, которую я дал вам, вы испытаете радость и дар беспрецедентного здоровья. У вас есть дар жизни, который позволяет вам следовать моим инструкциям, слушать мои команды и избегать тех проклятий или проблем, которые пытаются удержать вас от вашего счастья или проблем. Приятно осознавать, что он жив, дышит, любит, видит, плачет и слушает. Потому что слезы – это не только грустно, но и радостно. Даже если тебе грустно, слезы, текущие по твоим щекам, напоминают тебе, что ты жив. Пока ты жив, ты можешь прийти ко мне и найти время, чтобы понять, преодолеть то, что тебя беспокоит. Приходи ко мне весь день, я жду тебя здесь. Покажи мне свои слезы, я покажу тебе свою печаль, ибо я много страдал. Я очень тебя люблю, и видеть тебя уродливой, живой и красивой, но болезненной, мне очень больно. Моя большая любовь покинула тебя сегодня, и я хочу тебя ободрить. Я здесь не для того, чтобы винить вас. Верьте, что я источник вашего прощения, вашей любви, вашей вечной жизни, вашего исцеления и вашего спасения. Если сегодня утром вы чувствуете ветерок, запах прекрасных цветов и природу воды вокруг себя, знайте, что это время надежды. Ваш дом будет наполнен Божьей пищей, и вы и ваша семья проведете чудесное время обновления. Дорогой мой, ты не согласен. Я уверяю тебя, что это то, во что ты всегда верил, и ты веришь, что на все твои молитвы будет дан ответ во имя Иисуса. Я здесь, чтобы рассказать о будущем, благословениях, небесах и благословениях, которые влияют на каждый аспект вашей жизни и дома. Я надеюсь, что вы и ваша семья здоровы и счастливы. То, что я сказал, будет дано тем, кто доверяет мне, последует моему совету и ждет их благословения. Я прошу вас о терпении. Точно так же, как для появления новой жизни требуется 9 месяцев, семя должно вырасти, распространиться и измениться, прежде чем оно сможет вырасти и созреть. Все должно быть сделано для вашего же блага, и я знаю, вы это понимаете.
Не отчаивайтесь, а надейтесь, двигайтесь вперед шаг за шагом, отпустите ситуацию, в которой находитесь, примите перемены, это вам во благо. Я хочу, чтобы вы окружили себя людьми и ресурсами, которые поддерживают ваш рост. Идти со мной означает, что никто не сможет победить тебя, или обвинить тебя, потому что я твой защитник. Сын мой, ты видишь духовными глазами, как цари небесные наблюдают за тобой вокруг тебя. Подумайте о Божьем свете, который освещает ваш путь и отгоняет ваших врагов. Вы можете видеть все, что происходит вокруг вас, и как Вселенная движется, чтобы поддержать вас. Я открываю такие вещи в ваших снах, чтобы вы вместе смогли вкусить рай на земле. Я могу путешествовать по всему миру ради твоего благословения. Когда я буду так же уверен в себе, как ты, я сделаю то же самое, сделаю все, чтобы увидеть, как сильно ты меня любишь. Я ценю вашу поддержку. Поэтому я отвечаю вам каждый день. Каждый день у меня для вас разное послание, но я помню одно. Каждый день приносит новые испытания, но моя любовь покроет тебя. Это не изменится. Прежде чем вы начнете заниматься своими делами, я хочу сказать вам, что люблю вас, но я хочу услышать ваше мнение. Я хочу услышать, что ты скажешь. Господь Иисус, я люблю тебя, поверь мне, все будет хорошо, ты ждешь хороших новостей, и они придут к тебе. Мое суждение о них легко, и перед теми, кто верит в меня, я скажу правду, открой. Это когда ты отдаешь мне свое сердце, когда ты отдаешь мне все свое доверие, но не позволяешь печали изменить твое сердце, очистить твое сердце. Используйте мое слово, выражайте свою веру через Христа, который поддерживает меня. Я могу все и не подведу. Я хочу, чтобы ваше сердце было обращено к святым, к вечным мыслям, чтобы напоминало вам о моем деле в трудные времена. Теперь я хочу, чтобы ты обратил внимание и выслушал меня всем сердцем, если придешь и разбудишь меня утром. Я молюсь за ваше счастье и надеюсь на будущее, полное мира и процветания. Я молюсь, чтобы ваша семья была освобождена от негативных мыслей без каких-либо конфликтов или разделений. Есть много чудес, которые мне хотелось бы сделать с добрым и чистым сердцем, потому что мне бы хотелось, чтобы и вы были в них. Каждый день приносит свет, предупреждение и мир. Желание разбогатеть выводит успех на новый уровень. Теперь вы освободитесь от денег, любви и финансовых проблем. Я молюсь, чтобы каждый, читающий это, нашел мир и удовлетворение во имя Иисуса. По мере улучшения вашего финансового положения улучшится и здоровье вашей семьи и отношений. Я заявляю во имя Иисуса, что это обещание будет выполнено. Вы ждете удивительных перемен, которые сделают вас счастливыми, даже не подозревая об этом. Улучшения идут, и ваше здоровье, финансы и отношения улучшаются. И если вы последуете этим словам до конца, ваше здоровье улучшится, и вы увидите устойчивый прогресс в своих финансах. Позволь мне быть мазью от твоей боли, позволь мне быть мазью для твоих ран. Я восстанавливаю утраченное и даю вам то, что вам нужно для финансового успеха. Позвоните 111, чтобы получить его. Бог сказал, что ждет вашего призыва творить чудеса в вашей жизни. Откройте свое сердце и позвольте Божьему присутствию наполнить ваш дом и изменить все аспекты вашей жизни с Божьей помощью. Приготовьтесь к успеху, успеху и успеху, который прольется на вас, как проливной ливень.
Бог благословит тебя трижды и явит тебе великие силы и чудеса. Моя цель – сделать вас счастливыми и улыбнуться. Я знаю, что жизнь может быть трудной, но я говорю вам, что к концу этой недели вы поправитесь, преодолеете болезни и долги. Поверьте мне, я сделаю что-то подобное. Вступая в эпоху изобилия и вечной любви, помните, что я всегда с вами. Я сделаю слабых среди вас сильными, заберу вашу боль и позволю миру и любви царить в ваших сердцах. В эти чудесные времена не забывайте быть благодарными за все, что у вас есть. Знайте, что вы не окажетесь в том же положении, в котором были, когда начинали. Оставайтесь сильными, благословенными, смелыми, здоровыми и спокойными. Попросите Бога ответить на ваши молитвы в трудную минуту. Это время исцеления, перемен и изобилия ресурсов для движения вперед. Оно приносит успех и возможности изменить жизнь. Я вас действительно удивлю. Исцеление, свобода, финансовый успех и настоящая любовь скоро войдут в вашу жизнь. Наступающий месяц – предвестник успеха, благословения и процветания. Измените историю счастья. Эта неделя приносит хорошие новости, благословения, рост, новые возможности, творчество, благодать, решение, исцеление, Божью любовь и благодать, трудности, начинания, успех и процветание. Помните, боль временна, а радость вечна. Каждый стресс – это чудесный и преобразующий дар. Ваше сердце будет полно радости, любви и новых вещей. Вы мгновенно рассмеетесь и получите забавную историю. Напишите 1212 за мир и верьте, что ваша щедрость принесет великое счастье следующему поколению. Всемогущий Бог говорит: «Я заявляю, что эта неделя будет для вас полной счастья». Бог даст вам счастье, успех, новые возможности и благословения. Я с тобой и буду защищать тебя, куда бы ты ни пошел. Я не оставлю тебя, пока не выполню свое обещание. Брат Божий управляет всем с беспрецедентной силой и властью. Я знаю вашу ситуацию и понимаю вашу ситуацию. Я вижу проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и знаю, насколько велики ваши цели. Я говорю тебе, что не подведу тебя. На этой неделе вы увидите прогресс в своем здоровье, работе, бизнесе, отношениях и финансах. Я твой сильный воин и защитник. Я очень рад за тебя. Я не виню тебя, но осчастливлю тебя, спев веселую песню. Ты драгоценен для меня, и я люблю тебя вечно. Прошу у Бога здоровья вам и вашим детям, и приумножьте наше здоровье и мир. Во имя Иисуса я заявляю, что Бог сделает что-то особенное в вашей жизни, чтобы перенести вас из прошлого в будущее. Ваши потребности будут удовлетворены, и Бог исцелит ваше тело, разум и отношения. Сын мой, пойми, что путь и благословение исходят от меня. Никто не сдержит и не нарушит обещание, которое я дал тебе. Полагать. Я благословлю тебя. Я знаю, что вы беспокоитесь о своих деньгах, здоровье и семье. Но помните, что я всегда работаю для вашего блага. Желаю вам сегодня мира и успехов. Приготовьтесь к предстоящим благословениям. Путь печали окончен. Ваша вера сильна навсегда. Я благословлю вас и помогу вам через вашу веру. Я залечу твои раны и приведу тебя в новую эру богатства. В эти выходные у вас много возможностей.
Откройте свое сердце моим благословением и приготовьтесь к жизни, полной счастья, успеха и удовлетворения. Мой дорогой сын, я всегда с тобой и проведу тебя через все этапы. Доверься мне, и я приведу тебя к богатой жизни, которую ты заслуживаешь. Завтра будет день волшебства и перемен, поскольку я работаю за кулисами, чтобы улучшить ваше здоровье и финансы. Вместе мы сделаем лучший год для вас и ваших близких. Ты не будешь одинок, потому что я буду с тобой всем своим существом. Я обещаю бороться и рисковать. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была полна мира и счастья, введите 1515. Иисус сказал, что будущие благословения приведут к здоровью и процветанию, превосходящим ваши самые смелые мечты. Будьте готовы принять их с верой и благодарностью. Теперь вам больше не нужно носить с собой наличные. Май и июнь будут полны благословений, хороших новостей и счастья. Я превращу твою печаль в добро, а твою печаль в радость. Вы собираетесь вступить во время чудес и благословений. На этой неделе вы выиграете много денег, так что будьте готовы к лотерейному призу, который навсегда изменит вашу жизнь. Дорогая моя дочь, тебя ждет успех в духовной и любовной жизни. Я источник безграничного успеха. Моя цель – помочь вам добиться успеха не только в финансовом отношении, но и во всех аспектах вашей жизни. Посмотрите это сообщение до конца, чтобы получить неожиданные чудеса от Бога. Помните, что я Бог, создавший мир за 6 дней и отдыхавший на 7-й. Наступило время счастья, любви и гармонии. Добро пожаловать, будьте счастливы и благодарите вас за успехи в жизни. Если вы читаете это, не беспокойтесь о последствиях. Вы оправляетесь от трудных времен. Любовь найдет вас, и результат будет лучше, чем вы когда-либо могли себе представить. Авраам и Иосиф ждали, пока Бог исполнит свое обещание. Иногда Бог терпелив, прежде чем создать новый путь. Теперь Он поведет вас. Сохраняйте свою веру, потому что Божье время идеально. Это нормально быть нетерпеливым или грустным, когда что-то не происходит сразу, но Божий план совершенен, и Он знает лучшее время для всего в вашей жизни. И знайте, что Бог с вами, направляет вас и защищает вас. Он рядом с тобой даже в трудных ситуациях. Пусть вы обретете силу и мир, зная, что Он с вами. Выразите свою благодарность за все хорошее, что есть в вашей жизни. Благодарность приносит много благословений. Возьмите свои благословения и ешьте все хорошее. На этой неделе будет большое улучшение. После страданий вы будете сильными, благословенными и успешными. Оно приносит вам великие перемены, достижения и чудеса. На их просьбу Иисус сказал: «Я заявляю, что пришло время вам начать все сначала, и за этим последуют чудеса. Я знаю, что ты, возможно, устал, болен, но не теряй надежды. Я здесь, чтобы залечить ваши раны, исцелить ваши недуги, заменить любую потерю верностью, любовью и дней. Я удивлю вас подарками, которые наполнят вашу жизнь любовью и успехом. Когда мы вступаем в наступающий год, он обещает быть прекрасным, благословенным, красивым и полным радости. Поверьте мне, потому что я могу сделать невозможное одной рукой и изменить жизни. В трудные времена помните мое обещание. Я тебя очень люблю и могу спасти тебя от любой болезни.
По мере улучшения вашего финансового положения улучшится и ваша семья, и отношения. Во имя Иисуса я заявляю, что эти слова истины. Счастье, исцеление и обновление находятся на пути к улучшению вашего здоровья, финансов и отношений. Эта неделя будет для вас очень полезной, и вас ждут большие успехи и финансовые достижения. С началом Амаваси желаю вам и вашей семье всех благ. Я надеюсь, что, несмотря на тяжелые дни, этот месяц принесет много возможностей и счастья. Скажите себе: «Я счастлив, у меня есть деньги, и Бог меня принял». Вскоре Бог восстановит ваше здоровье, улучшит ваши отношения и улучшит ваше поведение. Получить все. Бог говорит, что счастья, добра и чудес можно ожидать каждый день. Пригласив Бога в свою жизнь, все изменится. Дай Бог вам жизни полной счастья и мира. Пусть Бог благословит вас, укрепит ваше здоровье и даст вам больше успехов, чем вы можете себе представить. Ожидается, что вы поверите в эти благословения и примете их с благодарностью. Помните, что Бог с вами и дает вам руководство, утешение и защиту. Всегда помните, что вы занимаете особое место в Божьем сердце и любимы безоговорочно. Божья любовь к вам велика, и Он обещает быть с вами. Оставайтесь сильными и знайте, что вы очень благодарны, и Божья любовь сильна. Через короткий промежуток времени вы увидите улучшение в своем здоровье, отношениях и финансовых проблемах. Будьте уверены, что Бог поможет вам подарить вам успех и талант, превосходящий ваши ожидания. Считается, что Бог создавал вещи с течением времени. Божья благодать безгранична, и Он хочет, чтобы вы добились успеха во всем в жизни. Ожидайте неожиданных финансовых благословений в ближайшие дни, доверьтесь Божьим обещаниям и увидите чудеса в своей жизни. Неважно, сколько проблем, печалей и боли дал тебе Бог. Доверьтесь Божьему плану и знайте, что Он всегда ищет что-то, что принесет вам пользу. Ваше имя назовут там, где вы никогда не были. Ангелы будут говорить за вас, и Бог откроет вам путь к месту назначения. Так что не позволяйте своему духу быть разрушенным. Доверьтесь Богу, доверьтесь себе и используйте силу любви и ресурсы, которые вы использовали, вернутся к вам. Удачи! Бог говорит вам сегодня не смотреть на то, через что вы проходите, как на свое будущее. Желаю тебе всего наилучшего. Я не хочу, чтобы вы закончили там, где вы начинаете. Чтобы достичь следующего уровня, вы должны быть готовы к переменам. У меня большие планы на твое будущее. Принятие того, что вы отказываетесь изменить, будет сдерживать вас. Пришло время двигаться. Вы не хотите, чтобы что-то из вашего прошлого разрушило ваше будущее. Если ты веришь в Бога, будь с нами. Бог сказал вам сегодня, что вы живы, и большинство людей не знают, что с вами происходит. Но я все равно думаю, что ты каждый раз потерпишь неудачу. Я никогда не оставлю тебя и никогда больше не буду тебя беспокоить. Ты уже не тот, но мои хорошие новости еще не закончились. Я буду благословлять вас, пока это не разобьет сердце тех, кто вам написал. Введите 1.0, если вы верите в Иисуса Христа. Если чтение этих слов вызвало у вас слезы на глазах, знайте, что через эти слова Бог обращается непосредственно к вашей израненной душе. Вы не можете специально видеть эти слова. Дай Бог, чтобы ты попал туда.
Он хочет, чтобы вы знали, что сейчас Он открывает для вас путь. Он выздоровел от болезни. Это дает вам возможности, которых у вас никогда не было раньше. Это исправит ваши отношения. Сохраняйте свою веру, пока не обретите покой. Кто-то упаковал ваш багаж. Вы вступаете в новую взрывную эру. Это изменит для вас все. Я вижу, что наступает новый сезон, когда Бог приведет вас в новое место и к новым возможностям. Дух Божий сказал: «Скоро ты исцелишься». Он хочет, чтобы вы Ему доверяли. Пришло время собирать вещи. Посетите землю обетованную. Когда закончите, нажмите «Я в порядке». Бог говорит с вами сегодня. Я знаю, что у тебя сейчас на уме многое: семья, здоровье твоих близких, деньги и дело всей твоей жизни. Как будто тяжесть мира лежит на твоих плечах. Вы одиноки, и вам трудно просыпаться по утрам. Дитя мое, ты не один. Он схватил меня за ногу и ударил. Я пришлю помощь, улучшение и поддержку. Я открою тебе путь. У вас есть все вышеперечисленное. Все равно я вернул тебя. Хорошего дня. Остановитесь сегодня и услышьте голос Бога в своем ухе. Пожалуйста, откликнитесь на маленький дух внутри вас и сделайте кое-что из того, что Бог поручил вам сделать. Пожалуйста, наслаждайтесь вашими комментариями от ведущих брендов. Просто иди сюда, чтобы найти Бога. Здесь есть что-то для вас, что-то для следующего паломничества. И помни, что ты с Ним на каждом этапе пути. Рядом с вами пусть сегодня будет день знаний и мудрости. Если да, нажмите «Я знаю». Сегодня Бог сказал тебе надеяться, потому что я твой друг и каждый день живу в опасности. Моя любовь к тебе удивительна, и я стремлюсь благословить тебя за пределами твоего воображения. Когда вы чувствуете себя подавленным или обескураженным, помните, что я здесь, чтобы направить вас и открыть вам путь. Поверьте мне, потому что я знаю, что вам подойдет. В мире, когда ты будешь искать меня всем своим сердцем, ты найдешь меня. Мой план для вас – это надежда и будущее, которое явит мою славу. Ты мой любимый сын, и я знаю все о твоей жизни. Я вижу твою борьбу, твои слезы и твои победы. От меня ничего не скрыто, и я глубоко впечатлен вашей верой и терпением. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, знайте, что это возможность расти и совершенствоваться. Я воспитаю тебя таким, каким ты хочешь быть, сильным и могущественным, способным на любовь и сострадание. Не бойтесь утра, потому что это единственный путь, который я приготовил для вас. Положитесь на мою силу и мудрость, когда вы переживете трудные времена в своей жизни. Слово мое – свет ногам твоим и свет стезе твоей. Войти в него – ключ к взаимопониманию и миру. Когда тебе грустно, приди ко мне, и я тебя утешу. Моя преданность, превосходящая всякое понимание, защитит твое сердце и разум. Ты не один, потому что я с тобой до конца. Ваше доверие – драгоценный подарок, которым я горжусь. Вы можете сдвинуть горы с верой размером с горчичное зерно. Верьте моим обещаниям, потому что они верны и сильны. Я удивительный Бог и хочу удивить вас добром. Откройте глаза, откройте свой разум, потому что я делаю что-то новое в вашей жизни.
Деньги текут, но вы столкнетесь с беспрецедентной ситуацией. Позвольте моей любви направлять ваши отношения. Любите друг друга, как я любил вас бескорыстной и бескорыстной любовью. Прости тех, кто согрешил против тебя, как я простил тебя. Избавьтесь от горечи и злости, это цепи, сковывающие вашу душу. Вместо этого окружите себя состраданием, добротой, смирением, мягкостью и терпением. Эти качества укрепляют ваши отношения с другими людьми и приносят гармонию и счастье. Я забочусь о вашем здоровье, люблю ваше тело, разум и дух. Берегите себя, ведь ваше тело – храм Святого Духа. Обеспечьте ему хорошую еду, отдых и физические упражнения. Но прежде всего верьте моему слову и моему присутствию, которое напитает вашу душу. Когда ты слаб, я твоя сила. Если вы больны, я ваш врач. Поверьте в мою способность укрепить ваше тело и сделать ваше тело здоровым. Будьте символом моей любви и сострадания к окружающим в повседневной жизни. Светите своим светом другим, чтобы они могли видеть ваши добрые дела и славить вашего Небесного Отца. Будьте добрыми и щедрыми, быстрыми на слушание и быстрыми на гнев. Ваши действия, какими бы незначительными они ни были, могут оказать большое влияние на мир. Будьте моими руками и ногами и дарите надежду и мир нуждающимся. Наконец, знай, что моя любовь к тебе вечна. Это не зависит от вашей работы и должности. Ты мой сын, никто не сможет разлучить тебя с моей любовью. Я здесь, чтобы поймать тебя, когда ты упадешь, я буду рад за тебя, когда ты закончишь. Твоя жизнь драгоценна для меня, и я обещаю идти с тобой на каждом этапе пути. Доверься моей любви, пусть она будет источником твоей жизни. Хочешь, и ты моя. Лучшее понимание невозможных вещей, которые Бог хочет совершить через вас и вокруг вас. Божий сон очищает ваши сомнения. Хватит ли у вас смелости бросить ведро и приготовиться к дождю? Бог создал нас полными веры. Попросите Его исполнить ваши желания. Спокойной ночи. Бог дал силу спасти. Бог сказал вам, что грядут перемены. Я превращу эту боль в здоровье. Я превращу это одиночество в дружбу. Я покажу свою любовь только тем, кто искренне верит в меня, тем, кто не боится умереть за меня, тем, кто верит в Слово, тем, кто жертвует своей жизнью ради слова, и те, кто любит, идут на жертвы и те дней. Это мощное слово, которое я сейчас предлагаю вам. Будьте осторожны, когда слушаете, и храните солнце и часы в своем сердце. Встань и посмотри, и увидишь, что я использую твою жизнь, чтобы распространить свою славу на дальние страны. В другой стране ты услышишь все, что не говорил, но я убью тебя, и мой дух появится в твоем доме и теле. Началась духовная трансформация. Сегодня вы увидите чудеса в своей жизни, перемены в деньгах и любовь в своем сердце. Я знаю, что твоя боль слишком сильна, я вижу твои усилия и терпение. Ты дрожала, пока мои слезы не смешались с твоими слезами боли. Но я хочу, чтобы ты понял, что я пострадал за тебя и пролил свою кровь на кресте, чтобы ты мог прожить богатую и счастливую жизнь. Не будет страданий тем, кто дал мне место в своем сердце, покаялся во всех своих грехах, оставил свои старые грехи и отрекся от плохих дел и ложных друзей.
Слова тех, кто обидел меня, будут сладки, как мед, пока я не изменю тебя и твою семью, и ты увидишь, что моя сила реальна. И если мир сопротивляется из-за вашей веры и говорит, что меня здесь нет и я ничего не могу сделать для вас, то верьте, что теперь моя слава откроется в вашем доме. Твои соседи увидят мой свет ночью, и ангелы будут сиять по всему твоему дому. Люди поражаются, видя чудеса и события, происходящие в их домах. Придет много людей, и вы протянете руки, чтобы ответить на их молитвы. Я поднимаю пациентов, решаю их проблемы и залечиваю их раны. В вашей семье начинается великое духовное пробуждение. Мы находимся на последней стадии года, и многие люди играют. Они хотели знать тайну моего пришествия, но на самом деле не искали меня в своих сердцах. Я покажу свою любовь только тем, кто искренне верит в меня, тем, кто не боится отдать свою жизнь, кто принимает мои слова и отдает свою жизнь за эти слова, и кто любит других. Это сильное слово, которое я сейчас храню в своем сердце. Сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете, и храните солнце и удачу в своем сердце. Встань и посмотри, и увидишь, что я использую твою жизнь, чтобы распространить свою славу на дальние страны. В другом мире ты услышишь то, чего не знаешь, но я прикоснусь к тебе, и мой дух раскроется через тебя и твою семью. Началась духовная трансформация. Сегодня вы увидите чудеса в своей жизни, перемены в деньгах и любовь в своем сердце. Я знаю, что твоя боль слишком сильна, я вижу твои усилия и терпение. Покачай головой, чтобы мои слезы упали вместе с твоими. Но я хочу, чтобы ты понял, что я пострадал за тебя и пролил свою кровь на кресте, чтобы ты мог прожить богатую и счастливую жизнь. Это нормально для тех, кто принимает меня в свое сердце, раскаивается в своих грехах, оставляет свои старые грехи и навсегда оставляет плохих и лживых друзей. Наконец, поделитесь этой статьей со своими друзьями и близкими, чтобы эти слова благословили и ободрили их. Вместе мы будем распространять надежду и веру посредством этого вдохновляющего послания. Ты мой, я пришел не наказывать тебя за твои ошибки. Все ваши ошибки уже удалены и удалены. Ты для меня свят, мои добрые дела воссияют пред тобою. Хотя в это трудно поверить, но вы приняли неправильное решение, потому что оно влияет на вас. Дела идут не так, как ожидалось, и вы обеспокоены. Не волнуйся, я понимаю, что я здесь не для того, чтобы судить тебя или твою любовь. Но просто вините себя в том, что произошло. Я знаю, что у тебя есть проблемы, и иногда ты боишься совершить те же ошибки и снова страдать, но ты научишься отдыхать во мне. Возьми меня за руку, я с тобой и защищу тебя день и ночь. Мне пришлось быть осторожным, чтобы не упасть. Вы должны проявить терпение и научиться проявлять свою веру. Даже если ваша вера мала, она подобна чудесному растению, которое вы выращиваете. Не будьте к себе строги, вы многому научились на своих ошибках, и ваша ситуация изменилась. Взрослейте и будьте мудрыми. Вы должны принять лучший подарок, который может вам преподнести кто-либо в этом мире. Мое прощение мотивировано моей любовью. Я хочу, чтобы вы оставались чистыми и здоровыми. Не вините себя за прошлое и не держитесь за то, что потеряли. У меня есть для тебя кое-что получше, но ты должен мне поверить. Скажи, что принимаешь мою любовь и прощение и слушаешь мои слова каждый день.
Ваши отношения со здоровьем, когда вы чувствуете беспокойство или страх, Бог против вас. И помните, что Бог защитит и сохранит вас. Планируйте такие поездки в будущем. Бог лучше, чем вы думаете. Думайте о Боге как о щедром даятеле, который всегда заботится о том, чтобы у вас было все, что вам нужно. Когда солнце взойдет после темноты ночи, приготовьтесь к новому началу своей жизни, для вас откроется новая глава. Важно понимать, что Бог подобен хлебу, который дает силы. Подобно тому, как хлеб утоляет голод, Бог здесь, чтобы насытить ваше сердце и душу. Вы увидите, что ваши враги и друзья вас не слушают. Люди, которые вас критикуют, люди, которые думают, что они умные, и всегда ими были люди, которые думают, что они умные, но смеются над вами, люди, которые думают, что они богаты, безопасны, имеют психические проблемы, люди ожесточенные и ревнивые. Деньги, но с этим придется столкнуться. Другие встретятся с вами и попытаются запомнить это и записать в своих сердцах. Не бойтесь. Они гордятся тем, чего у них нет, и делают вид, что у них этого нет. Они полны греха, но внешне совершенны. Ты моя дочь, мой сын, никто не может противостоять тебе, потому что я твой сторонник. Вы не одиноки, доверьтесь Богу, у которого есть жизнь, сила, истина и сила. Моя любовь реальна, я говорю тебе, что сделаю для тебя все, что смогу. Не волнуйтесь, не плачь и не грусти из-за страха и лжи. Я с тобой, я защищу тебя от злых нападений, несчастных случаев, смерти и болезней. Услышьте мои слова, примите мои благословения, укрепите свою веру в меня. Я очень тебя люблю и сегодня хочу показать тебе свою самую глубокую любовь. Пусть Бог примет истину о моей любви в твое сердце. Посмотрите все способы и действия, которыми я хочу вас удивить и привлечь ваше внимание. Однако помните, что у вас есть мирные соперники, которые подтолкнут вас к этой ситуации. Им нужна ваша сила, и они хотят украсть ваше благословение. Ваше счастье, ваша религия и ваш образ жизни для них не важны. Они боятся своего собственного зла. Они терпят неудачу еще до того, как нападут на тебя, потому что знают, что я люблю тебя, и знают, что я их щит. Их план состоит в том, чтобы напасть на вас на основании подозрений и ненужных угроз. Они собираются вокруг тебя, пытаются убедить тебя в твоей неправоте, говорят, что это не любовь, отрицают, что ты сын моей любви, говорят, что меня не существует, говорят, что в этом нет смысла и гонка в вашей работе. Но твоя душа знает правду. С того момента, как вы откроете глаза, знайте и чувствуйте, что моя любовь окружает вас, глубокая любовь, которая поддерживает вас и побуждает продолжать, бороться и добиваться успеха каждый день. Стань ты моей, и я буду заботиться о тебе, даже если будут страшны горы, даже если земля будет трястись, и если перед тобой откроется дыра, любовь моя, никакого вреда тебе и твоей семье не будет, ведь они в моей руке. Являются. Откройте свое сердце благословением, потому что на этой неделе вас ждут хорошие дела. Если вы попали в трудную ситуацию, помните, что к концу этого года вы будете здоровы и богаты. В наступающем году вы станете свидетелем больших перемен и важных событий в своей жизни. Вы также испытаете прорывы в своем здоровье, работе, бизнесе, отношениях и финансах, как никогда раньше. Я облегчу ваше бремя,
компенсирую ваши потери и поддержу вас. Приходят хорошие и полезные вещи. Я верю, что Бог превратит вашу печаль в радость и откроет для вас дверь к особой возможности. Вы не представляете, сколько чудесных вещей Бог дал вам и вашей семье. И теперь пришло время тебе вернуться. Я заберу все, что отняли у тебя враги, и твоя жизнь станет более благословенной, чем когда-либо. Я приготовил для вас нечто удивительное. Это может быть работа вашей мечты, романтическая свадьба или большой отпуск. Иисус Христос сказал: «Сегодня будет использован текст 1717 года. Спасибо и мира вам. Хороший. На следующей неделе вы можете навсегда изменить состав своей семьи. Удивительные благословения, возможности и признания придут к вам, каких вы никогда раньше не видели. Настало время установить обновление. Помни, что ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Как бы вы ни выглядели, вы всегда связаны с Божьей любовью через Иисуса Христа. Теперь ты новый человек, дитя Божие и ученик Иисуса. Святой Дух живет в вас, направляет вас, укрепляет вас и преображает вас, чтобы вы отражали подобие Христа. У вас есть шанс получить небесные богатства, обещанные Богом. На этой неделе начинается сезон чудес. Это как новое начало, полное возможностей, благословений и чудес. Прежде чем мы закончим, мы перейдем к этапу, когда ваши молитвы будут услышаны. Вы получите охрану и другие удобства. У вас появятся важные отношения, и вы заработаете много денег. Бог приготовил для вас особое время. Это сюрприз, которого вы так долго ждали. Вы получите работу, которую хотите, деньги, которые хотите, машину, которую хотите, и любовь, которую хотите. Верьте тому, что я говорю, верьте моей любви, верьте моим обещаниям, верьте силе исцеления. Я тот, кто дает вам свет любить жизнь, снимать стресс и возвращать любовь в вашу семью. Не лгите, будьте верны тем, кто вам доверяет, не думайте плохо и не тайте секретов. Я ваш Отец, ваш Бог, и моя любовь очевидна в тот прекрасный момент, который я дарю вам сейчас. Я люблю тебя, даже когда ты совершаешь ошибки, и я благословлю тебя, даже когда ты совершаешь ошибки. Сейчас настало время перемен. От веры к святой жизни. Это сообщение для тебя. Сегодня подумай, что я люблю тебя. Приходи завтра, я хочу кое-чем с тобой поделиться. Скажи мне, что любишь меня. С тобой произойдут хорошие вещи, и я хочу, чтобы ты в это поверил. Вы сильны в сложных ситуациях. Надеюсь, вы останетесь такими. Я знаю, что вы устали и грустите, но я призываю вас двигаться вперед. Наступает новая эра мира, сохраняйте веру, сражайтесь, будьте полны решимости победить, найдите ответы, которые я ищу, ибо я вижу в вашем сердце все пути веры, мужества и силы. Это всего лишь один шаг к тому моменту, когда солдаты будут готовы поддержать вас в бою. Благословение, счастье и чудеса уже на вашем пути. Они берут на себя обязанности, которые делают их скорее счастливыми, чем благодарными. У вас все получится, и вскоре вы достигнете места, которое вам казалось далеким. А теперь, мой дорогой мальчик, пришло время двигаться вперед с новой уверенностью. Ты послушай, что я хочу тебе сказать. Прими мою любовь и прощение, ибо они вечны и безграничны.
Идя по этому чудесному пути, всегда помни, что я с тобой. Я надеюсь, что вы продолжаете верить в меня, доверять моему руководству и делиться найденной любовью со всеми вокруг вас. Не забывайте ежедневно питать себя моими словами, потому что это пища, которая питает вашу душу. Прежде чем уйти, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с теми, кто хочет услышать послание любви и надежды. Мы можем поделиться моим посланием о мире и свободе во всем мире. Позже, сын мой, я всегда буду рядом, чтобы направлять тебя, защищать тебя и любить тебя больше, чем ты можешь себе представить. Мир вам!